Кабмином Абхазии была утверждена программа по созданию Центра ядерной медицины. Ее цель – разработать концепцию центра, который будет специализироваться на ранней диагностике социально значимых заболеваний. Центр планируется разместить в здании Сухумского физико-технического института СФТИ. Что должна включать в себя концепция и каким образом будет создаваться этот центр, расскажет Борис Лазба, замдиректора СФТИ по науке. Во-первых, начнем с того, что этой работой мы занимаемся достаточно давно. В 1997 году, 1900, еще было соглашение между нами и Российской Федерацией, ведомствами о том, чтобы тот ускоритель, который в советское время строился на территории СФТИ, был приспособлен под эти цели. Это был линейный ускоритель. И мы этим занимались. Более того, вы знаете, что мы порядка 60 человек наших школьников отправили тогда же, в 98-м, и последующие годы в вузы Российской Федерации, это в частности Обнинский институт, это МИФИ, это химико-технологический, 60 человек. Тогда не было никакой программы лимитов и так далее, которую мы знаем сейчас в государстве. Эти люди были отправлены именно с целью того, чтобы подготовить кадры для этого центра. Но ситуация, к сожалению, сложилась так, что финансирования было недостаточно, и специалисты многие уехали в другие предприятия, в Россию. И собрать этот ускоритель возможности не было, и финансировать его возможности не было. И поэтому эти молодые люди также перепрофилировались на другие специальности. Основная их часть работает сейчас в Абхазии, но не у нас. Дело не сложилось, так получилось, что завершить мы его не смогли по разным причинам. Но прошло достаточно много времени, сейчас уже другая технологическая, техническая база, другие видения этой методики, этого метода лечения и диагностики. Сегодня появились другие устройства. Они были и раньше, но уже это все используется достаточно широко. В частности, так называемый циклотрон. Появилась еще новая технология бор, нейтрон захватная, которая имеет гораздо большее разрешение и может одновременно не только диагностировать, но и проводить лечение. Можно с этой технологией. Правда, она очень дорога. Поэтому концепция предполагает оптимизацию соотношений той материальной базы, которая у нас есть, имеется в виду помещение и оборудование, которое у нас осталось от прежних времен, и подходящее оборудование, которое на сегодняшний день производится, совместить это при минимальных финансовых затратах, которые можно будет найти, и, соответственно, подготовка кадров. Концепция включает согласование всех этих вопросов в неком оптимальном варианте, причем таких вариантов может быть несколько. Один мы предложим, дальше эта работа не останавливается, она ведется и сейчас в Москве, завтра, послезавтра будет совещание с нашим участием, наших специалистов, с российскими специалистами о том, чтобы подбирать то оборудование, которое нам в наиболее мере подходит. Имея в виду те запросы, которые у нас есть, это, наши лечебные учреждения и создание на территории Абхазии других санаторно-лечебных учреждений, как сейчас Литфонд, это предприятие Росатома, там создают тоже лечебный, санаторный комплекс построили, я не знаю, они получили лицензию или нет, но во всяком случае что-то подобного профиля, создание такой же, допустим, на территории нашего института есть помещение, нужны деньги, есть такие планы и люди, которые планируют это. То есть для того, чтобы расширять это, развивать эту базу. Поэтому концепция предполагает, во-первых, некую фиксацию той ситуации, которая есть, и с перспективой развития.
В информации, которую мы получили, да, о этом проекте, сказано, что в рамках программы предполагается разработать проекты циклотронного комплекса и лаборатории синтеза радиофармпрепаратов. Вот расскажите об этом подробнее, что это значит. Да, да, понятно, да. Значит, вообще эта концепция предполагает там гораздо больше вопросов, я уже говорил, там и подготовка кадров, и многие другие, и в том числе то оборудование, которое нужно для диагностики и для лечения. Вот в этих вопросах этого пока нет. Это только первично, но самое главное, то есть создание самого производящего комплекса, да, который будет производить фармпрепараты. Циклотрон был предложен нам в Санкт-Петербурге, и мы даже написали письмо к руководству России, да, в частности Кириенко, о том, чтобы предусмотрели, Сергей Владимирович, да, чтобы предусмотрели производство одного циклотрона для Абхазии. Ну, пока ответа нет, достаточно дорогая эта вещь. Я не знаю, как там это будет решаться, но она дорога не только в приобретении, она дорога и в обслуживании. Но первоначальный вариант нашего, значит, вот этого комплекса, да, концепции, он предполагает именно циклотронный комплекс. И мы пока вот стоим на этой точке зрения. Соответственно, производство фармпрепаратов предполагает еще наличие лаборатории. Это не одна комната, там тоже это достаточно сложный механизм, где изотопы дальше превращают в соответствующие вещества, будем так говорить, которые удобны для использования на уже другом оборудовании, на котором делают диагностику и лечение. А вот циклотронный комплекс, расскажите это по-простому, что значит? Ну, это ускоритель, но который не линейный, а, скажем, он по кругу, да, это такое оборудование диаметром 6 метров, высота 3 метра его. Ускоритель заряженных частиц? Ускоритель протонов называется он, ускоритель протонов. То есть разгоняются частицы, которые бьет в мишень, рассчитывается энергия, и, соответственно, получаются некие изотопы, которые дальше могут быть использованы. Они короткоживущие, особенность их в том, что их радиоактивность невысока, и время жизни короткое, поэтому они быстро спадают. Поэтому их далеко везти не получается, и лечебные учреждения диагностические должны быть недалеко. Обычно это от часу до нескольких часов, там, смотря какой. А вот если конкретно к пациенту это применять, то каким образом осуществляется воздействие, скажем, да, на больного человека вот этим изотопом? Ну, это уже отдельная технология. Вот в данном случае в этих вопросах это не рассматривается, и это не наш вопрос, скажем, не физиков, да, то есть это уже вопрос медиков. Но если в общем говорить, да, там, вот так же, как лечение лучами, говорят, да, лучами в лучевая терапия. То есть соответствующий изотоп помещается в оборудование и специальной фокусировкой в ранее диагностированном месте производится, значит, его облучение. Так, если образно говоря, выражаясь простым языком. Также и есть вот ПЭТ-оборудование, да, где проводится диагностика, также устанавливается это, дальше подсвечивание идет, соответственно, в организме соответствующий также препарат, и дальше находят, где именно болезненные точки. Дальше их локализация и потом уже лечение. Борис Аркадьевич, на самом деле не очень большие сроки для определения концепции, я понимаю, да, это 2025 год, он уже вот буквально через пару месяцев завершится. Понятно. Не очень много времени, но и что делать? Реально успеть как-то оформить идею? Значит, мы этой работой занимаемся с начала года. То, что ее приняли сейчас, это нами оговорено было еще в феврале месяце. Поэтому мы занимаемся ей, и концепция, конечно, будет предложена. Другое дело, что к ней будут вопросы, и это естественно. Она будет совершенствоваться. Поэтому это одним годом не решается, эта концепция. На будущий год также предусмотрены
вопросы другие. И по ходу все это будет согласовываться. И концепция должна быть такая, чтобы, во-первых, она была не слишком устарелая, да, чтобы совсем не повторять там 20-летней, 30-летней давности технологии. Во-вторых, она должна как бы финансово быть по плечу. И в-третьих, она, если совсем новая, тоже еще не апробированная, тоже проблемы, да, то есть это только большие научные центры могут себе позволить такие вещи и дальше как бы исследовать все это и привносить какие-то корректировки. Поэтому оптимальность тут, конечно, важна. Не так просто это, с одной стороны, а с другой стороны, упрощает задачу, потому что мы исходим из того, что уже апробировано и есть. Кстати говоря, из республиканского бюджета на финансирование вот этого проекта предусмотрено 10 миллионов рублей. Насколько эта сумма как бы адекватна целям, задачам и тем затратам? Вот, то, что на первом этапе мы делаем, как бы мы обговаривали тогда как и что, в общем, пришли к соглашению, что это вот на этот год достаточно. Именно на 25-й год, да, и те работы, которые мы планировали, это, значит, помещение наше, что там как бы надо сделать для того, чтобы его приспособить, это ускорительный комплекс, но поскольку технологии меняются и оборудование меняется, какие-то изменения, скажем, не капитального такого характера будет надо вносить. Вот это мы должны приобрести. И далее, что нам надо, собственно, циклотронный комплекс, что нам надо, какое оборудование там надо и как оно будет, и в лаборатории. Вот как бы основные эти вещи, такая справка там на 150 страниц, я думаю, и вот эти чертежи, вот это будет как бы первый этап той работы, которую мы должны сделать. И занимается коллектив СФТИ. А когда вы планируете представить вот эти все документы уже к обмену? К концу года, да, к концу года. Собственно, денег нам не дадут, пока мы не представим. Понятно. Цель – разработка концепции, как мы уже сказали, но самая главная цель – это ранняя диагностика вот таких сложных заболеваний, как онкология, там сосудистые заболевания, нейродегенеративные, эндокринные, ну, то есть вот такие заболевания, которые трудно поддаются лечению. Вот. Насколько вот эта цель будет реальна и достижима? Вы знаете, любая цель будет достигнута тогда, когда ты к ней идешь. Если ты останавливаешься или говоришь, нет, я туда не доберусь никогда, то никогда и не доберешься. Достаточно сложное, высокотехнологичное направление. Одно из передовых в мире. Понимаете? Но у нас есть база, у нас есть связи, у нас есть наработки, значит, у нас есть знания о том оборудовании. Кстати, некоторые типы оборудования, которые сейчас разрабатываются, они изначально разрабатывались у нас в СФТИ. Но в связи с теми событиями, война и все эти сложности, идея кому-то пришла, и дальше с ней работают уже другие люди. И, конечно, мы и к этим идеям обращаемся. Поэтому я сторонник того, что надо двигаться. Сказать, что вот сегодня мы там через год или через 2 получим такой центр, я, конечно, не могу. Это не такая простая задача. Уже не говоря о том, что надо и кадры готовить, да. Есть простые решения. Все привезти, людей привезти, поставить и как бы там что-то делать, да. Но есть и другая. Мы же это все делаем и для того, чтобы у нас были эти специалисты, да, чтобы технический уровень поднимать. То есть надо своих ребят, и этим мы занимаемся. И в ВАГУ готовим ребят. И, наверное, надо будет и в Обнинск, говорю, в Дубну отсылали ускорительный центр российский. Не все получается, как мы хотим, но мы стремимся, идем к этому. Вот такой ответ. Поэтому как бы маршрутной карты на сегодняшний день, что вот сегодня мы сделаем это, завтра сделаем это, послезавтра это, пока нет. Но в ходе разработки концепции, и не только этих 2 пунктов, еще другие пункты есть, мы придем к пониманию того, когда и как мы сможем это сделать. Спасибо вам большое. Спасибо. О том, что включает в себя концепция создания Центра ядерной медицины и каким образом будет она реализована, рассказал Борис Лазба, замдиректора СФТИ по науке.